В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба сегодня встретился с активом Сухумского района. На встрече подводились итоги деятельности за 2017 год и обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране. Сухумский район – один из наиболее пострадавших районов Абхазии во время Отечественной войны, так как здесь проходила линия фронта. Инфраструктура района была почти полностью разрушена. Сегодня, пусть и небольшими темпами, но район развивается. Бюджет 2017 года составлял более 56 миллионов рублей, а фактически удалось его пополнить на 75 миллионов. Это дало возможность направить дополнительные средства на решение ряда социальных проблем. На ремонт водопроводной сети в селах района было выделено 4,6 миллионов рублей, на ремонт сельских дорог 5,8 миллионов рублей, на ремонт школы в селе Шера, где была проведена работа по замене электропроводки и частичная замена окон в спортзале Шицкварской школы. Также были изысканы средства и направлены на развитие сельского хозяйства. Буквальные суммы составили на уровне 3,100 миллионов рублей. В 2017 году на ликвидацию последствий стихийных бедствий 129 жителям района из резервного фонда президента было выделено более 12 миллионов рублей. За счет средств местного бюджета также ведутся работы по замене кровли второй средней школы села Яштхва. В рамках российской инвестпрограммы идет ремонт дорожного полотна по направлению села Каман и улицы Адыгейская. Избранный в Народное собрание от Сухумского района спикер парламента Валерий Кварчи в своей речи отметил, что в районе очень много проблем, и руководство страны делает все возможное, чтобы поэтапно решать их. Валерий Кварчи также выразил свое мнение по поводу общественно-политической ситуации в стране. Мешать развитию своего государства и разрушать его, если прямым текстом говорить, вы говорите, то мы разрушаем свое государство. Если мы так пойдем, у нас не будет никакой перспективы. Это не вчера началось. Еще при Владиславе 3-4 месяца оставалось до окончания его срока президентского. Значит, в филармонии одна партия, которая вам всем известна, она первый раз озвучила об отставке президента, который являлся одним из основателей нашего государства. Женщины с плакатами шли к ним домой. Вот оттуда все началось. С тех пор это не прекращается. Рауль Хаджимба, выступая перед активом, заметил, что Сухумский район – один из преуспевающих в выполнении бюджетных показателей. Касаясь вопроса установки в Ишере памятника погибшим во время Отечественной войны, президент отметил, что для начала необходимо разработать проект, который затем должен быть утвержден комиссией по монументальному искусству. Злободневная тема, которая ставилась не один раз, это вопросы сооружения памятника ребятам, погибших на Ишерском направлении. Должен быть выработан соответствующий проект, и этот проект должен быть утвержден на монументальной комиссии. Рассчитывая на то, что это будет сделано в ближайшее время, и тогда можно будет говорить о начале работ по этому сооружению. Ранее на встрече с общественностью Гудаутского района Рауль Хаджимба дал указание генеральному прокурору Абхазии Зурабу Ачба обнародовать список лиц, не вернувших средства, взятые в кредит в Сбербанке Абхазии. Рауль Хаджимба прокомментировал, как выполняется данное поручение. Мы создали практически рабочую группу. Я сегодня подпишу эту бумагу. И в состав рабочей группы будут введены руководитель Национального банка, генеральный прокурор, министр внутренних дел, представитель фонда приватизации и руководитель судебных приставов. Все материалы, которые подлежат открытой публикации, будут переданы журналистам. Там, где закрытая информация, к сожалению, и такое есть в законодательстве, но где были судебные уже решения, а их значительное количество, и по части, касающейся фонда приватизации. Все эти материалы будут переданы. И по ним начнется достаточно жесткая работа. Не только для того, чтобы показать, что у нас было и как есть, а для того, чтобы начать процесс возвращения этих денег. Участники встречи задали президенту вопросы. В основном они касались проблем водо- и энергоснабжения в районе, ремонта дорог. По этим вопросам Рауль Хаджимба дал соответствующие поручения главе администрации Сухумского района. Расширенный репортаж о встрече президента с активом Сухумского района смотрите в нашей программе после выпуска новостей.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента Республики Науру Барона Дивависи Ваку с Днем независимости республики. Народ Абхазии, хорошо знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости, искренне разделяет с вами радость этого знаменательного дня. За относительно небольшой период времени между нашими государствами сформировались крепкие узы дружбы, основанные на чувстве глубокого взаимного уважения и доверия, подчеркивается в частности в поздравлении президента. Рауль Хаджимба с удовлетворением отметил позитивную динамику двустороннего сотрудничества и высокий уровень взаимодействия. Президент подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества между Абхазией и Науру. Напомним, что в эти дни в Республике Науру с официальным визитом находится делегация Абхазии, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Ковы. Члены делегации принимают участие в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия Дня независимости Республики Науру. Возможность использования и применения опыта Российского агентства стратегических инициатив в Абхазии были обсуждены в Москве на встрече заместителя министра экономики Республики Заура Гулия и директора Государственного инвестиционного агентства Инара Гицба с представителями Российского агентства стратегических инициатив, которое учреждено правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики Абхазии. Как отмечается в сообщении, речь на встрече шла об анализе существующего инвестиционного климата в Абхазии, выявлении и последующем преодолении административных барьеров, которые мешают развиваться предпринимательству. Наши специалисты выразили надежду, что опыт АСИ может помочь республике предпринять действенные меры для улучшения инвестиционного климата в стране. В конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» прошел съезд партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие», на котором были подведены итоги деятельности партии за 2017 год и определены основные задачи на текущий. На съезде был поставлен ряд вопросов, среди которых анализ социально-политической ситуации в стране, определение перспектив дальнейшей работы партии и отчет о проделанной работе. Подводя черту прошедшего года, я хочу сказать о том, что наша партия работала в двух направлениях. Основное – это политическая платформа, на которой строятся наши отношения, и благотворительная. В силу того, что мы напрямую связаны с благотворительностью, когда-то мы начинали свою деятельность с благотворительности. Лаш Сакания создал благотворительный фонд «Абхазия», и он просуществовал несколько лет, и потом на базе этого фонда образовалась политическая партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие». Для тех, кто просто не осведомлен о деятельности нашей партии, я хочу сказать, что партия состоит из обычных простых людей, таких как я. Это люди, которые работают кто-то в поле, кто-то в школе, кто-то врачами работает, кто-то не работает. И все хотят улучшений своей жизни. Подводя итоги деятельности партии, в докладах было отмечено о том, что партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» в прошедшем году реализовывала два основных направления своей деятельности – социально-благотворительная помощь гражданам республики и участие в политических процессах государства. Понимая высокую степень ответственности, которую мы на себя берем, мы были готовы реализовать наши коллективные, партийные, социально-экономические и политические проекты на главной законодательной площадке. На политическую борьбу за депутатский мандат были направлены наши основные силы. Но для того, чтобы не быть очередным серым идейным претендентом на красивую должность, мы разработали и предложили избирателям нашу программу, в которой обосновали стратегию развития Абхазии с упором на средний класс. Этой теме были посвящены несколько заседаний Политсовета и передачи на телевидении и страницах абхазских СМИ. Члены партии предложили изменения, которые должны предполагать наделение парламента правом выдвижения кандидатуры на пост премьер-министра с последующим его назначением. Сейчас, согласно статье 45 Конституции Абхазии, президентом избирается лицо не моложе 35 и не старше 65 лет. Было предложено повысить возрастной порог до 70 лет. В том же аспекте было предложено повысить возрастной ценз для кандидатов в депутаты с 25 лет до 35, а также депутатов в органы местного самоуправления с
с 18 до 30 лет. Участники съезда предложили начать сбор подписей в поддержку данного предложения. Помимо возрастных порогов было предложено проведение дополнительных тестов комиссии при ЦИК, которая будет определять уровень подготовки кандидатов путем тестирования. В тестирование, по мнению членов партии, должно войти знание абхазского языка только на пост президента, знание Конституции страны, уровень образованности и другие немаловажные аспекты. Партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» заявила о том, что пока не намерена входить в недавно созданный союз политических партий и общественных организаций республики, но при этом заявила о своей оппозиционности. На Алакове Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны кратковременные осадки, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем плюс 6-11 градусов. Температура морской воды плюс 10 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.